Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Таджикистан одним из первых внес финансовый вклад в активизацию Международного целевого фонда по сохранению ледников. Глобальные инициативы Таджикистана не только по вопросам воды и изменения климата, но и сохранения ледников получили всеобщую поддержку мирового сообщества. И реализация этих совместных усилий продолжается по сей день. Так, 2025 год – это Международный год сохранения ледников. Это 5-я инициатива Таджикистана. На основе этой резолюции высказанные предложения лидера нации, президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, получили поддержку государствами-членами ООН, в том числе объявление 21 марта Всемирным днем ледников, объявление 2025 года Международным годом сохранения ледников, создание Международного трастового фонда при ООН для содействия сохранения ледников, проведение в 2025 году международной конференции по сохранению ледников в городе Душанбе. К другим темам. В период независимости в стране обеспечен мир, стабильность и безопасность. Наблюдается экономический и технологический прогресс. Таджикистан стал занимать видное место в мировых новостях. Столица страны превратилась в крупный современный мегаполис. Душанбе превратился в настоящий город для путешествия и отдыха. И с каждым годом город посещает все больше и больше иностранных туристов. Солидарность, единство, патриотизм и трудолюбие всех жителей Таджикистана – это бесценное богатство, вдохновляющее и придающее всем нам силы. Народ Таджикистана направляет все свои возможности и усилия на благоустройство и процветание Родины. Сегодня мы видим, что облик нашей страны коренным образом преобразился, начиная с ее столицы города Душанбе и до самых отдаленных селений. Таджикистан удивительно красивая страна, а люди здесь радушные и гостеприимные. Мне очень понравился город Душанбе, утопающий в цветах и зеленых насаждениях. Душанбе – зеленый город. Здесь созданы комфортные условия для проживания граждан и отдыха туристов. Государственная независимость создала условия для достижения значительных успехов во всех сферах жизни общества. Государственная независимость – это начало совершенно новой эпохи в истории таджикской государственности, новый этап формирования нашего национального менталитета. Независимость и свобода являются предметом гордости и чести нашего народа, благодаря чему мы более 3 десятилетий неустанно трудимся на благо процветания нашей Родины. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, патриотическим усилиям гордо настроенных специалистов и предпринимателей страны, таджикских строителей, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог и мостов, спортивных объектов, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Все успехи Таджикистана прежде всего достигнуты благодаря независимости и свободе, миру и спокойствию, политической стабильности и национальному единству. Жители страны прилагают усилия, чтобы сделать нашу историческую землю еще более процветающей и красивой. Нашим единством и коллективными усилиями мобилизовать все наши возможности для развития независимого государства и подъема его авторитета на международной арене. Благодаря усилиям и стараниям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, а также постоянным усилиям благородного народа страны, в стране наблюдается стремительный прогресс. Изо дня в день Таджикистан становится процветающим, красивым и развитым. По всей стране строятся дороги и тоннели, малые и крупные гидроэлектростанции, высотные жилые дома, современные школы, создаются новые рабочие места. Мировое сообщество поддерживает глобальные инициативы главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Повышается международный авторитет нашего суверенного государства. Признание и принятие резолюций, связанных с инициативами по водным и климатическим вопросам на мировой арене, положительно влияют на повышение имиджа Таджикистана и направлены на решение глобальных проблем.
Наряду с этим инициативы Таджикистана по сохранению водных ресурсов, предотвращению таяния ледников в процессе изменения климата и обеспечению экологической безопасности региона очень важны для жизни человечества. В прошлом году Таджикистан посетили 1 миллион 358 тысяч туристов. Из этого числа 92,5% приходится на страны Содружества независимых государств и 7,5% на страны дальнего зарубежья. Какие виды туризма популярны в нашей стране, расскажет Зумрат Файзиева. Таджикистан ежегодно посещает почти 1,5 миллиона туристов, и эта цифра имеет тенденцию к увеличению. Среди наиболее популярных видов туризма являются приключенческий, экологический, оздоровительный, историко-культурный, агротуризм и другие. В Таджикистане очень популярен приключенческий туризм. Это в основном путешествия в горы. Чаще всего это бадахшанское направление. Затем идет экологический туризм, потому что от общей территории республики около 22% составляют особо охраняемые природные территории, в том числе Национальный парк Таджикистана, внесенный в список ЮНЕСКО как природное культурное наследие человечества, 4 заповедника и 13 заказников. Также успехом пользуется оздоровительный и историко-культурный туризм. У нас в стране очень много мест, где можно поправить здоровье и посмотреть на достопримечательности. Достаточно популярен и агротуризм, который подразделяется на сельский, кулинарный и этнотуризм, когда туристы ведут сельский образ жизни, знакомятся с местными культурой, обычаями, кухней, принимают участие в традиционном сельском труде. Особенно этот вид туризма популярен во время сбора урожая фруктов. За последние годы появились новые виды туризма, например, MICE-туризм. Область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Этот вид туризма за последние 10 лет стал наиболее актуальным. Он включает корпоративные встречи, мотивационные туры, деловые конференции, съезды, форумы, семинары, выездные корпоративные праздники. По словам специалистов, этот вид туризма имеет большое значение во время проведения важных международных мероприятий, таких как, например, 3-я международная конференция высокого уровня, посвященная Международному десятилетию действий «Вода» 2018-2028 годы, которая прошла в Душанбе в этом году. Ежегодно наша страна проводит 4-5 мероприятий международного характера в различных сферах. Порой это число доходит до 10. По словам специалистов сферы, это направление туриндустрии является очень перспективным. Оно активно развивается во всем мире, в том числе и в Таджикистане. Доходы от деловых поездок растут постоянно. Задача таких поездок – произвести впечатление на партнеров, клиентов и других участников, а от их успеха зависит и прибыль. Так что MICE-туризм – это не про экономный туризм, он требует организованности на высшем уровне. В будущем в Таджикистане также планируют построить конгресс-холлы, которые являются необходимой инфраструктурой для развития делового туризма. То есть растет деловая активность, соответственно растет и необходимость в инфраструктуре. Зумрат Файзиева, Дильшоди Кушбах. Новости. В городах и районах Горно-Бадахшанской автономной области, в том числе в Рушанском районе, процесс благоустройства и строительных работ наблюдается на должном уровне. Объекты вводятся в эксплуатацию, а также продолжаются работы на других сооружениях. В настоящее время с целью создания благоприятных условий труда для целенаправленного использования плодоовощной продукции в горных условиях успешными предпринимателями района инициированы малые и крупные проекты. В том числе ведется строительство консервного завода и холодильного склада в центре Рушанского района. В преддверии очередной годовщины государственной независимости Республики Таджикистан ускорены работы на объектах экономического и социального значения Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области. За полгода в районе введено в эксплуатацию 5 важных для экономики района объектов. Это районный фермерский уголок, спортивная площадка и тренажерный зал в селе Рошорф, спортивный зал Вампт и кондитерский цех в центре района. В то же время продолжается строительство других объектов.
Так, в районе Ахвана ведутся строительные работы на заводе по переработке и консервированию овощей и фруктов с большим холодильным складом. Это место долгое время было заброшено. Раньше здесь находился вышедший из эксплуатации завод, занимающий площадь 1500 квадратных метров. А сейчас на его базе строится новый завод. Жительница села Вомар Ниязбегим Абдулова инициировала строительство нового предприятия, где параллельно с переработкой плодоовощной продукции будет функционировать холодильный склад. Идею бизнес-вумен поддержали власти района и области. Таким образом, строительные работы продолжаются согласно плану. Наряду с консервным заводом и холодильной камерой в ближайшее время здесь будут построены и другие объекты инфраструктуры, в том числе круглосуточный магазин и гостиница. На выполнение этих работ уже выделена сумма в 5 600 000 сомани. После завершения работ около 100 жителей района получат постоянную работу. Я предпринимательница Ниязбегим Абдулова. Хочу, чтобы урожай, который мы собираем, не пропадал. Поэтому мы строим завод, на котором будет производиться сушка и консервирование фруктов и овощей, в том числе тутовника. А также здесь будет холодильный склад. Кроме того, мы строим точку реализации продукции по цене ниже рыночной и гостиницу для развития туризма. Успешный предприниматель смогла создать благоприятные условия для быстрого развития рабочего процесса. Крыша предприятия покрыта железными конструкциями, продолжается внутренняя и внешняя штукатурка здания. Энтузиазм, с которым строители взялись за работу, позволит ввести в эксплуатацию это промышленное предприятие уже до очередной годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбах, новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.